Это видео со встречи Наримана Тюлеева, Аскара Салымбекова и Азиза Сурахматова, которая состоялась за 2 дня до выборов, сразу облетела интернет. Пользователи соцсетей, среди которых политологи, эксперты и просто горожане, расценивают рукопожатие 3 экс-мэров критично. Возмущенная публика, напоминая, что ЦИК до сих пор работает над итогами голосования, и, учитывая ряд нарушений, которые проверяются сейчас правоохранительными органами, считает, что чиновники поспешили с поздравлениями в адрес одного из кандидатов, а именно лидера политпартии Ахбата Наримана Тюлеева, с тем, что он якобы вновь возглавит столицу. Еще нет итогов голосования. Сейчас ЦИК проводит огромную работу. Нельзя спешить. Эти чиновники еще до начала дня X начали вести переговоры, делить кресло мэра. Но ведь есть правила, есть своя процедура. Настолько не уважать горожан нельзя. На что они надеются? На свои деньги? На бизнес? На что? Сам Тюлеев не отрицает факт встречи с Аскаром Салымбековым и Азизом Сурахматовым. В СМИ он признался, что обсуждался вопрос о создании коалиции большинства. Также он сказал, что политпартия МГЕК поддерживает его кандидатуру на пост мэра. Мы ранее обсуждали с представителями политпартии МГЕК будущее сотрудничество в БГК. Мы договорились о том, что они поддержат мою кандидатуру на пост мэра. А на встрече мы обсуждали ход агитационной кампании. Партия Ахбата, которую возглавляет бывший мэр, вошла в 6 победивших на местных выборах. Но разговор о том, что Тюлеев вновь сядет на кресло мэра Бишкека, впустую, считают эксперты. Если говорить об опыте и знаниях бывшего мэра, то этот опыт был горький. А привело все к тому, что Тюлеев в бытность работы мэром нанес государству ущерб почти в 60 миллионов сомов и был признан виновным. А потому градоначальником должен стать человек с безупречной репутацией, добавили политики. Мы говорим, что управлять городом должен опытный человек, знающий мэрию, саму структуру как 2 пальца. Но у них не получилось. И дважды в одну реку не войдешь. Нужны амбициозные, молодые, честные ребята, которые не будут бояться за свой бизнес, не будут защищать свои интересы, сидя на кресле мэра. К слову, сейчас общественность уже понимает и не доверяет бывшим чиновникам или, скажем так, старым лицам. А потому пора избавиться от коррупционных чиновников, которые продвигают только свои интересы. Безусловно, такой человек недостоин возглавлять столицу нашей страны только потому, что этот человек был замешан в коррупционных делах. Все делается с первого шанса. Если человек хорошо работает в интересах простых горожан, человек будет работать. Если провалился, то лучше не стоит ему давать 2-й шанс. После октябрьских событий прошлого года дело дошло даже до того, что в Бишкеке за день сменились сразу 3 мэра. Уставшие горожане требуют стабильности. Нариман Тюлеев уже был мэром столицы с 2008 года по 2010. Временно исполнял обязанности градоначальника и в 2020 году после октябрьских событий. Горожане тогда были не особо в восторге, а просидел он на кресле мэра всего 2 дня. Эксперты подметили, что Тюлеев целенаправленно хочет стать мэром, но всегда преподносит это, будто его просят, уговаривают, а сам Тюлеев за пост мэра никогда не боролся. Однако сейчас можно увидеть обратное. Он начал открыто вести переговоры, когда результаты выборов не были известны. Элиза Балбакова, Алтын Сакиев, Нью ТВ.